По инициативе Всемирного Курултай-Башкир 2020 год главой Республики Башкортостан Радием Хабировым объявлен годом башкирского языка, в рамках которого в течение года в районе было проведено множество мероприятий. И не случайно в этом году на центральной площади села Верхнеаркиево тематика ледяных скульптур посвящена году башкирского языка. Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова, побывав с рабочим визитом в нашем районе, ознакомилась с праздничным оформлением центральной площади и высоко оценила старания илишевцев. В тот же день для жителей села Андреевка состоялся большой праздник. В капитально отремонтированном здании сельского дома культуры распахнула свои двери модельная библиотека нового поколения. В 2020 году Андреевская сельская библиотека вошла в перечень победителей федерального конкурса по созданию модельных муниципальных библиотек и получила на модернизацию 7,5 миллионов рублей из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан. Средства направлены на пополнение фонда библиотеки новыми книжными изданиями и создание современного библиотечного пространства для жителей села Андреевка. После капитального ремонта библиотека полностью преобразилась. Обустроена зона для маленьких читателей с книжными стеллажами, с мягкими коврами и настольными играми. Также маленькие читатели смогут принять участие в работе кукольного театра, деятельность которого способствует развитию речи и памяти ребенка, привлечению подрастающего поколения к книге и к библиотеке. Для детей постарше и молодежи созданы условия для проведения студийных занятий с целью смотивировать детей к изучению наук, технологий, инженеринга и математики с помощью игры, развития воображения, логики и математического мышления. Также проведена большая работа для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря национальному проекту культуры также обновлена полностью материально-техническая база в сельском доме культуры села Андреевка. Кресла в зрительном зале, световая и звуковая аппаратура, световое оборудование. В современном здании расположились киноконцертный зал на 200 посадочных мест, дискотечный зал, хоровая студия, зал хореографии, театральная студия, музейно-выставочный комплекс. Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова и глава администрации района Ильдар Мустафин посетили также село Ебалаково и ознакомились с ходом строительства нового дома культуры на 300 мест в рамках национального проекта «Культура». В новом доме культуры предусмотрен современный комфортный зрительный зал с возможностью организации кинопоказов, помещений для работы взрослых и детских клубных формирований, филиал детской школы искусств. В этом же здании расположена библиотека. Дом культуры будет обслуживать население села Ебалаково, деревни Илишево, деревни Верхнеюлдашево и село Старотатышево. Сельским домам культуры присвоен статус «Сельский многофункциональный клуб». Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова поздравила всех присутствующих с открытием домов культуры и выразила уверенность в том, что обновленные сельские клубы откроют новые горизонты для жителей села, привлекут ряды художественной самодеятельности, новые таланты, будут способствовать сохранению самобытной культуры народов нашей многонациональной республики. Сегодня в Илишевском районе мы посетили 2 объекта культуры. Во-первых, мы открыли модельную сельскую библиотеку в Андреевском сельском клубе, но и в целом Андреевский сельский клуб, он сегодня обновился, проведен капитальный ремонт, и это совершенно, скажем так, учреждение культуры нового типа, нового поколения. И я просто настоятельно рекомендую всем илишевцам посетить. Я думаю, андреевцы только будут рады этому, посетить этот замечательный многофункциональный клуб, посетить эту модельную библиотеку. Действительно, и замечательно, что такая библиотека создана в непосредственной близости с детским садом и школой. И это говорит о том, что в библиотеке будет кипеть жизнь,
будут там дети. Ну и, конечно же, то, что там замечательный, прекрасный зал, огромная сцена, обновленная, все очень красиво, достойно и замечательные коллективы. Я думаю, что там будет жизнь бить ключом. Ну и вот сейчас мы находимся перед новым Ябалаковским сельским домом культуры, который был построен на федеральные средства в кратчайшие сроки. И тоже будет такой же замечательный объект культуры, замечательный сельский клуб с библиотекой. И я думаю, тоже жители будут приходить, общаться, дружить, вместе радоваться, где-то огорчаться, может быть, вместе друг друга поддерживать. Но самое главное, что уже жителям будет где собраться. И я хотела бы сегодня поблагодарить администрацию района, Ильдара Ишатовича лично, главу района, потому что именно благодаря его усилиям вот эти два объекта удалось сделать в кратчайшие сроки и без каких бы то либо проблем и без каких-либо таких больших, скажем так, фактов, которые бы нас где-то тормозили. Было все абсолютно легко, было на полном взаимопонимании. Поэтому огромная благодарность команде главы района и процветанию всем жителям района. Ну и, конечно, приходите в новые учреждения культуры. По словам главы администрации Илишевского района Ильдара Мустафина, создание на базе сельских домов культуры многофункционального дома культуры будет способствовать бережному сохранению традиций дальнейшего развития сельского поселения. Луиза Шарафутдинова, телерадиокомпания «Илиш».